Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я думаю, что многие из вас бывали на различных шоу, и каждый из вас замечал, что максимальному погружению в любой концерт, шоу или спектакль, конечно же, позволяет сделать полное погружение, даже световое оборудование. Ну и, конечно, прогресс не стоит на месте. Если раньше это были просто лампочки, которые мигали, перемигивались, то сейчас, вот вы можете видеть, например, здесь мы находимся сейчас в центре спортивной подготовки «Триумф». Сегодня у нас будет тема про световое оборудование, про его настройку. Мы покажем вам элементы, да, некоторые элементы из монтажа светового оборудования и его настройки. Но прежде чем начать, нужно, конечно же, обезопасить себя, потому что безопасность прежде всего. Сегодня наш выпуск мы проведем вместе с художником по свету. Это Данил Яковлев. Данил, привет. Привет. Ну, расскажи, пожалуйста, что будет сегодня у нас в выпуске, чему я смогу научиться и испытать, так сказать, на себе. Так, сегодня, получается, ты у нас научишься вешать оборудование, изучать план оборудования, то есть схему развеса, подключение оборудования как к питанию, так и к DMX сигналу. И самое главное, ты сегодня научишься вешать лебедки. Лебедки. Да. Надо отметить, что это достаточно волнительный процесс, потому что высота здесь достаточно большая. И я думаю, ну, не будем забегать вперед. Я сам немного хочу отодвинуть начало этого процесса. Ну и у нас получится еще, наверное, попрограммировать, да, свет? Да. Хорошо, ну давайте начнем. Это проект «Испытано на себе». Испытано на себе. Сейчас идут подготовительные работы к мероприятию, которое пройдет здесь, в ЦСП «Триумф». Вот. Но сейчас я предлагаю познакомиться, во-первых, со световым оборудованием. Да? Перед нами это что, как называется, голова? Это да? спот. Спот. Да. Есть несколько видов. Это, получается, интеллектуальных приборов. Это как ВОЖ. Они там стоят бимы и спот, получается. Но в данном случае мы привезли вот три вида интеллектуальных приборов. Это вот, еще раз, ВОЖ, БИМ и спот. Ага. Спот это точечный, да, такой свет дает? Точечный, но у него раскрытие больше, чем у того же самого БИМа, который стоит вон там вот висит. Угу. То есть этот более театральный прибор. Ага. Ну-ка, сейчас звуков достаточно увесисто. Давайте мы отнесем сейчас на сцену, поставим, посмотрим поближе. Сейчас подумают, что я его уношу домой. Не, у меня, видишь, кнут есть. Кнут есть, да? 400 ватт. 400 ватт. Это светодиод, да, внутри? Да. Это значит очень мощно. Свет. Ну да, сейчас в данное время они из самых мощных приборов получается. Ну, в данное время. Еще и дорогой, наверное. Очень. Сейчас шел, волновался. Так. Ну, я думаю, что принцип, думаю, всем понятен, но для телезрителей, да, может быть, показать, какие у нее ходы. Ну вот. Чем отличаются такие интеллектуальные головы от тех же самых вот париков, которые вот мы привыкли всегда видеть, ну, еще говорить, ну, софиты еще говорят. Ага. Да. Тем, что они подвижные, то есть у них есть ход движения по тилту и по пану. Панорама. Да. То есть мы можем его повесить в любую точку, которую нам захочется, и направить его куда нам надо. В любое место? Да, то есть с теми же самыми приборами, как вот парики обычные, мы не сможем это сделать, и нам надо всегда выстраивать физически. Да. Да, то есть и по расположению, да, и вот градус угла. То есть все это надо предвидеть, и потом, когда подняли, уже он светил куда нам надо. Вот эти приборы мы повесили, и уже когда ферма у нас уже на точке, на высоте, мы можем его отрегулировать, настроить куда нам надо. То есть с помощью пульта, об этом мы поговорим попозже. Да. Но сейчас у нас в плане, получается, монтаж лебедки, да? Так, ну можем сразу приступить к самому сложному. Лучше уж сразу это сделать. Дело в том, что мне придется сейчас на такой люльке подниматься наверх.
и прицеплять цепь от лебедки. Испытано на себе. Смотрите, вот лебедка это на тонну, да? Или Нет, это на 500, на полтонны. Ага. Мы должны их повесить 2 штуки на вот эти вот уже подготовленные стропы. Ага. Ну, сейчас для примера первый сделает сотрудник компании. Да. Обязательно. Самое главное это, я так думаю, не промахнуться, да? Ага. Как видите, друзья, вот наверху есть петля, трос железный. Люльку надо выставить таким образом, чтобы, соответственно, добраться до нее и повесить на нее на цепь от лебедки. Вот. Ставятся упоры, но я немного расспрашивал в целом про вот этот процесс. Вообще наверху сама люлька пошатывается, шатается влево-вправо. Ай-яй-яй. Уже смотришь, уже... Так, нам желательно отойти. Отойти? Давай. Да, потому что когда цепь падает, она может зацепить. Ага. Вот получается у нас как. Моя задача подготовить все заранее для ребят. Угу. Чтобы на площадке не сидеть, не думать, куда вешать. Угу. То есть вот этот вот проект был нарисован где-то месяц назад. Подожди-ка. Сейчас. Самое главное. Давай. Вот он зацепился. Ага. Он, видишь, он себя зацепил. Сперва. Двумя, да? Ага. Потому что, видишь, как он, люлька болтается. Блин, страшно. И уже... Что-то кажется немного, но мне кажется, и там... сейчас уже вот лебедку одной рукой держит. А почему руку в трос? Ты видишь, спустил. Сколько весит эта цепь вот там наверху? Не знаю, даже сейчас спуститься спросишь. Вот, центральная люстра у нас уже висит, она уже готова. Мы потом скоро пойдем, его будем проверять. Ага. Вчера вечером ребята запатчили, настроили. Нам все лишь остается включить пульт, проверить их работу, и на этом все. Сейчас, получается, мы повесили вот левую одну ферму, да, одну. И вторая. Она у нас 6-метровая должна быть по рисунку. И вот сейчас повесили вот эту вот часть левую. Я буду вешать вот это. Да, ты будешь вешать правую у нас. Ага. Ну, сейчас пока ребята готовят тебе люльку, можешь пойти взять вон свою лебедку. Слушай, это специальные сценические лебедки, да? Да. Так, с какой стороны ее положить? Ну, здесь, да? Да, вот спереди можешь положить. Вот сюда? Да. Так, а трос как вытаскивать? Так, там ищи круг. Там должен быть круг. То есть ты сейчас должен всю цепь вытащить, поправить его, чтобы у тебя узелком не завязался, когда ты будешь вытаскивать.
Вот, да, прям до конца разматывай его. Все. И как, легкий? Не знаю, там... А, кстати, надо было спросить, сколько весит. Так, это сюда ставим. Ну, ты сейчас сам поднимешься, и там будешь уже говорить, сколько она весит, примерно, на ощущение. Вот эта данная вязка у нас, она идет полного обхвата, то есть он полностью держит талию, бедро и плечи. То есть бывают обвязки, которые работают только на поясном уровне, то есть у них нету плечевого зажима. А тут он у нас идет полного обхвата. Сейчас Руслан придет, и мы будем на него одевать данную обвязку. Друзья, сейчас я вот увидел надпись на люльке 120 килограмм. В целом мы вписываемся в этот норматив. Просто я 100 килограмм, но мне вот сейчас Данил рассказал, что он сам редко поднимается. Да, я уже не поднимаюсь, потому что оно может, ну как бы оно поднимется, и наверху может быть такое, то, что сработает защита от перегруза, и оно сработает. То есть ты уже спуститься никак не сможешь. Если спускаться только если, как Джеки Чан слазит вот так вот, снизу вверх, либо ждать уже спасателя. Спасатель. Да. Спасибо. Так, вот такие вот еще. Мало того, что я уже забыл, что люлька там наверху шатается, как, ну, знаете, вот небоскребы, да, вот у них есть такие движения или на мачтах, да. Когда смотришь снизу, он, ну, шатается, ну, как будто чуть-чуть и все. А на самом деле там на высоте, когда вот ты уже на самой люльке, там у тебя, тебе покажется то, что у тебя радиус шатания где-то... Пара метров. И там больше, да. Потому что бывает то, что ты, когда шатается, ты не видишь, закрываешь нас. Сюда. Давай попробуй сюда сам одеть. Так, это сам чуть посложнее, чем скалолазная. Так, а тут как будто не надо продевать, да? Ты уже не вписываешься. Это что, максимум? Надеюсь, нет. Или у них тоже ограничения. Может, это какой-нибудь... А, нет, есть. Я думал, такие маленькие строители, что ли? Ну, а ты видел больших строителей, высотников. Там чем легче, тем лучше, да? Да. Ну, попробуем. Так. Если в туалет хочешь, лучше сейчас ходить. Уже. Ты имеешь в виду, фактор страха будет играть свою роль, да? Так, сильно туго не да? Тогда и ноги. сейчас, да, ноги. Там у тебя 2 лямки. Смотри, чтобы он у тебя шел. Левый, правый. Так, уже плечи же еще. Так, плечо. Кажется, надо точно тянуть. Так, и... Самое плохое, когда видишь на вещи XXL, а на тебе маленький. Думаешь, надо что-то делать. Все. Так, теперь... Так, это с этим, наверное, да? Да. Закрути. Так, у тебя 2 крюка. Нет, у тебя ты нажимаешь с 2 сторон. Все. То есть, когда идет подъем, ты страхуешься за саму люльку. Ага. Вот. Потом, когда уже будешь там, где трос, одну оставляешь на
люльки, вторую цепляешь за трос сам. Ага. Потом снимаешь от люльки. Можешь повесить на него же. Ага. Или за... Можешь опять же за трос, можешь же сюда. Угу. Одной хватит, если что, да? Ну, желательно всегда перестраховываться. Угу. Так, ну что, вроде бы я готов. Или не готов? Так. Ты же недавно был на Иланке. Да. Ты же там по горам лазил. Тебе сейчас придется полезть вот на эту люльку самому. То есть без Я, кстати, смотрел, без ничего. я подумал, это уже испытание. Можно было только... На этом заканчивать. Да, на этом закончить выпуск. Уже. Правильно, да, друзья? Или тут дверь была? Правильно? Слушай, она уже считается. Я помню, вот на Иланке, если вы смотрели выпуск, там был, как называется, фри-ролл. И там вот когда баланс не удержишь, весь напряженный, и под тобой вот это все колышется. Я вот больше всего этого боюсь. Так, не успел тебе самое главное дать. Рация. А когда ты там наверху, тебя плохо слышно очень. Ага. То есть мы не можем тебя понять, что ты хочешь от нас. И ты нас тоже можешь не услышать и забыл тебе рацию дать. Ну давай я возьму. Она работает? Да. Раз, Так, два, раз. цепляй, получается, за бок. Куда? Да, саму рацию за бок куда-нибудь. Там есть у тебя лямки. Вот, трос этот. Да, верно. Ага, и через плечо сзади. Цепляй, да, на ремень. Ага. Ремень? На этот, да? Да. Угу. Хорошо. Как, слышно? Да, хорошо слышно. С этой стороны, да, точно придет? Да. Ладно. Так, ну что, трос. Я наступил на нее. Она жесткая, да? Тяжелая? Что, подниматься сам будешь или мы тебя поднимать будем? Надо еще подниматься? Ага. Вот кнопки сзади у тебя. Верхняя вверх. Да. Верно. Все, поехали. Я боюсь. Ехала. Она сама становится? Нет, ты должен сам останавливать. Нет, она Ну, до то есть ты максимума отжал кнопку? Там предел высоты имеется. имеется. Ага. На уровне где-то груди остановишься, прихватишь на засыпку. Я же цепляешь. я ее не вижу. Вы скажете, ладно, когда я наверх не могу посмотреть. А ты, главное, вниз-то не смотри. Ты туда лучше смотри. Лучше вверх смотреть. Так, вы бы там отошли. Так. Мы же в каске. Йо. Кошмар. Еще долго? Да. Да? Половину? И что так красавность? Ножки держатся, да? Да. А мы только 2 закрепили. Сколько еще? Вот она. Спасибо. Так, Можешь еще наверх подняться. не хочу. Так, теперь аккуратно цепь. Сейчас. Подожди. Да, одну возьми, застрахуй. Слушай, я боюсь двигаться вообще. Что-то мне страшно тут стоит.
поэтому я доверил. Друзья, это жестко. Так, что надо делать? Цепь цепляю, да? Да, цепь так аккуратно, медленно отпускай. Не-не, подождите. Одной рукой сразу возьми крюк, второй придерживай цепь. Я слишком сильно наступил на цепь. Ну, подними ногу. Я не могу, реально. Ты там скоро, у нас шея уже устала за тобой наблюдать. Тихо-тихо, не подгоняй меня. Да, вот левой возьми этот крюк. Правую можешь отпустить. Нет, еще не. Сейчас у меня своя схема, подожди. Блин, она тяжелая, да? Потихоньку отпускай цепь, если ты зацепил. У меня такое ощущение, что эта цепь единственное, что меня держит от раскачки, да? Нет, нет, нет. Нет? А, о, так. О, началось это. А! Так, теперь страховку. Сейчас. Все, крюк зацеплен. Средняя кнопка. Подергай. Хорошо зацепил? В смысле подергай? Конечно, хорошо, я же вижу. Здесь средняя кнопка. Тут четко, четко. А, ну все. Ничего Средняя дергать, кнопка. ничего дергать не буду. Средняя? Спускайся, средняя кнопка. Заклинилось. Кажется, у нас сбылось наше предсказание, то, что был перевес. Слышишь? Не работает? Средняя черная? Да, средняя черная кнопка. Да, не работает. Аюты? Чё там? А? Да, страховка за цепь и спускайся так. В смысле? По цепи. Ага, с ума сошли? Че, шаурма едет? Чё, Ладно, цепляйся, сейчас включим. Еще шуточки шутят. Средняя кнопка. Это, есть штаны запасные? О! Все, молодец. Сейчас я спущусь. Сейчас шевчок будет. Она тоже шататься будет. Притормозит сейчас. Ага. Вот, И дальше, да? да, нажимай. Ага, сейчас нижнюю кнопку. Нижнюю? Самую. Нижнюю. Белую. Это типа парковка, да? Ага. Я. Слушай, ну. Все, да? Все. Хочу еще ниже. Я вспотел весь, вообще жара. Но она не шаталась. А ты не двигался? Я не двигался, я боялся. Мы видели, как ты там стоял. Я такой сейчас стоял. А в целом она, вот когда двигается, там страшно, да? Это еще ребята тебя хорошо подрасчитали, чтобы ты именно под трос туда залез. Но иногда бывает, когда... Да, бывает, Трос что далеко, да? не подсчитают и надо тянуться к тросу. Ой, спасибо. Спасибо. Ноги не затекли? Затекли чуть.
от напряжения. Я впился в алюминий сейчас. Стал одним целым. Стал одним целым. Так. Тут на этот... А тут падать так же само 2 метра. Давай залезешь сейчас сюда, скатаешься наверх. Что-то я вообще неправильно. Ты что-то большой круг сделал. Растяжки не хватает. Так. Правильно? Да. Когда смотришь, вот как ребята за Всё, секунду поздравляю тебя. залезает. Фу, друзья, ну это было прям... Испытано на себе. Так, ну вот когда мы сейчас включили силовой дистрибьютор, заметили то, что они начинают все крутиться хаотично. Это они находят свою нулевую точку, то есть точка, с которой они должны начать работать. То есть если у них где-то помеха, они будут сбрасываться. То есть прибор у тебя не включится. То есть они полный обход своего круга делают. Допустим, вот как объяснял, то есть по пану он круг делает туда-обратно, по тилту то же самое. И только потом мы можем уже запускать пульт. Пульт находится. Вообще, надо отметить, что все оборудование, да, в таких защитных кейсах. Да. Так. Ставим. Снимаем чехол. Я думаю, многие знакомы с звуковыми пультами, да? Вот, световые пульты, как бы, видеть приходится реже гораздо. Это мы включили питание, включаем. Угу. Все, сейчас он у нас включится. Так, потом мы берем кабель. Вот у нас ребята уже подготовили бухты. Данный пульт, у него выхода идет 5-пиновый. Можно посмотреть? Да, вот есть обычный. Это больше похоже на такие, это в советское время были такие эти. Да. 5 пинов, по-моему. Вот, и вот получается, этот кабель у нас идет как переходник. То есть с 3-пинового соединения в 5-пиновый. И представляете, друзья, да, вот огромное количество световых приборов, ну, сколько там, до скольки он поддерживает? 127, да? Нет, один выход DMX-овый у тебя выдает 512 каналов. То есть один только выход может управлять 512 приборами? Да, если они одноканальные. Вот, как, звуки как? Звуки же аналоговый сигнал, то есть один выход и одно звучание на всех колонках получается. Ну, сколько мы там не подключали, они звучат все будут по одинаковому, если это одинаковые модели колонок. На свете, получается, у них изначально идет цифровой сигнал. То есть это как работа почтальона идет. Разнос письма по адресам. То есть он берет информацию и разносит по адресам. Каждый прибор, у него индивидуальный адрес есть. Там 1, 17, 32, 33, там дальше идет. То есть мы с помощью цифрового сигнала можем обращаться к каждому прибору по отдельности. То есть не все сразу, как в звуке, а каждым прибором управлять отдельно. Я, если что-то неправильно сказал, коллеги звукорежиссеры, простите меня, пожалуйста. Так. Так, вот переходник, и написано 1, и выход 1. Все, до щелчка. Да. И так, можешь дальше. Ой, обратите внимание, он загружается как компьютер. Здесь вот как будто сейчас Windows появится, да? Нет. Сейчас только что было как BIOS такой. Своя операционная система. Черно-белый. Так, это третий, то есть сюда третий выход канал. С. Вот, сейчас, как видишь, они уже встали в заданную точку от пульта. То есть сейчас уже пульт дает им сигнал, в какую позицию встать.
Сейчас они уже под управлением светового. Да, сейчас они уже готовы к работе. Так, сейчас, получается, мы должны, после того, как они все стали на нулевые точки свои рабочие, должны дать им сигнал, ну, чтобы вообще проверить, все ли у нас исправно работает. Так, для этого, ну, самый такой простой способ, это у нас выделяем с первого по последний прибор. Ну, это в данном случае только вот эта вот часть. Круговая. И, да, и волшебной кнопкой Full. У нас все должно включиться. Ага. То есть у Full нас- это включение света. Да, полностью. То есть все от 0 до 100% он дает. Потом вторая задача посмотреть, все ли у нас двигается, вертится, кружится. Так, вот, ну, начинаем с тилта. Ух ты. Вот у нас был вот тилт есть. Ага. Все приборы у нас двигаются. И потом проверяем уже панораму. Вот. И ты смотришь за каждым прибором, если один из них, например, Да. не реагирует, значит какая-то проблемка, да? Да. Тут в целом вроде все работает. То есть где-то может лампочка не включиться, где-то что-то может защита сработала, где-то может там кабель висеть, и когда вот он ищет свою нулевую точку без сигнала от пульта, он может зацепиться за что-то и давать, уходить в защиту. Вот. Все проверяем. Все. Все нас слушаются. Друзья, вот сейчас вы видите, это заряжается дым-машина, да? Или Нет, это не дым-машина, это генератор тумана у нас. Вот, он создает такую почти невидимую туманку. дымку, да? Да, чтобы у нас все вот эти лучи, они были видны. Просто если не будет вот данного аппарата, у нас будет исходник, это как гирлянда, И просто и только световое пятно. А между ними у нас ничего не будет. то есть основной рисунок передает именно... Да, именно он передает. эффект. Сразу скажу, он для здоровья никак не опасен. То есть астматики, бабушки, дедушки, пожилые люди, они всегда боятся, но мы их всегда успокаиваем, то, что в нем нет ничего опасного. То есть им можно дышать хоть сколько угодно. И ничего с тобой не будет. Испытано на себе. Сейчас Данил, конечно, он тоже участвует в монтаже оборудования, отлучился на пару минут. Я уже немножко разобрался здесь. Значит, можно здесь выбрать вот таким образом прибор. Так, сейчас. Вот, выбрали прибор. Вот этот. Включаем его, да? Включаем. И потом можно им еще управлять здесь вот так вот. Опа! Ой. Сейчас я попробую навести на камеру. Так, и... Так. Оп. 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 Очень круто. А потом, чтобы Данил ничего не заметил, 2 раза нажимаем кнопочку. И все сбрасывается. Данил, я... Да, я уже видел, да, издалека, что уже конкуренция растет. Так, ну давайте перейдем к генератору тумана Heiser, получается. Это неотъемлемая часть, то есть без него никак. Провести какое-то сейчас в наше время шоу, концерт, вплоть до свадьбы, банкета, юбилея, все всегда используют его. И сейчас вот мы дали лучи спота и делаем максимальное расширение, чтобы полностью увидеть его работу. Вот. Без данного прибора у нас была бы между, вот, где сейчас вот Heiser работает, туманка, была бы просто яма. Ну, не было бы видно. Да.
света. Это уже пульт для лебедок. Для лебедок. Там у ребят был маленький, он у нас 4-канальный, этот у нас 8. То есть мы одновременно можем управлять 8 лебедками. Видим процесс поднятия полной фермы. Она огромная, круговая, то есть это будут бои без правил, да? Здесь что будет? Тут будет Eagle FC, это лига Хабиба Нурмагомедова. 53-й раз будет, ну, в Якутске 53-й раз. То есть, ну, как бы по России они ездят, да. Ага. И там же у них идет нумерация, там, там EFC 1, 2, 3, 4, и к нам в республику они приехали под номером 53. То есть 52 это уже было, 53 уже в городе Якутске, да. И поэтому для того, это понятно, это грандиозное шоу, и вот свет весь вот прямо над октагоном находится вот в таком порядке. И сейчас нам будет более интереснее, да? Да. Настраивать свет. Ну, как делаем? Мы обычно делаем, ну, у нас как принято. Сперва ты должен подсветить тех, кто тебе заплатил. То есть мы... Ну, в смысле, организаторов? Ну, имеется в виду вот эту вот самую главную часть сцены. Мы сперва делаем его, а потом уже делаем уже шоу-элемент. То есть, ну, начнем с париков, которые у нас установлены по центру, центральный квадрат. Вот они. Они у нас не двигаются, мы их будем поднимать, направлять, спускать, поднимать несколько раз, чтобы выставить идеальный угол. Чтобы он светил. Вот. А это будет рабочий свет как бы, да, грубо говоря? Один из. Потом мы берем приборы тоже чуть выше класса. Это у нас ваши. Можно я попробую? Давай. Так, и их надо свести в центр, да? Да, можете вести в центр, но не забывай по правилам ринговой системы освещения, да? Ты должен еще подсветить около ринговую. То есть это секунданты, тренера, помощники, все те люди, которые пришли с бойцом. То есть я беру не только вот как сейчас, да, или? Да. То есть ты должен около ринговую зону тоже взять. То есть чуть-чуть вот да, чуть вниз. Да, и еще можешь. А фокус, может быть, шире сделать? Или он уже? Он стоит на максималке. Так, позиция. Ну, грубо говоря, если так посмотреть, это слишком за пределами ринга, да? Да. А это слишком в ринге. Тебе надо вот золотую середину вот найти. Вот здесь, чтобы чуть-чуть подсвечивало тех, кто пришел поболеть, ну не поболеть, а ну, в общем, поддержать своего спортсмена. Вот, все. Теперь выбираешь в группу, и уже сейчас твоя задача выставить свет уже на самом октагоне. Так. А вот это где у нас? Вот 90 градусов надо поставить, да? Я что-то 89. И на октагон, на сам, да? Да. Так, это у меня получается на зрителя идет, а это на октагон. Вот так вот. В центр? Да. Прям все в центре должны, да, встать? Ой. Так, мы еще выбрали вот эти приборы, которые... высота же у нас... у нас еще лишние приборы зацепились. Но еще высота не та, да, то есть... Да, ну сейчас давайте вот самую главную вот суть. Ты сейчас выбрал, а теперь ты должен... Нет, зум. Видишь, ты там только центральную точку сделал. Выбираем фокус, да. И зум. И увеличиваешь до максимума. Круто. Вот. Совсем другой. Сейчас у нас как по протоколу свет должен быть белый. То есть по Кельвину там мне потом скажут, какой Кельвин по световой температуре выставить. Серьезно? Да. То есть во время боя, во время всего мероприятия чисто какой-то определенной температуры цвет должен быть. Приедет специалист, который будет со специальным прибором ходить измерять у меня световую температуру. Допустим, вот сейчас стоит холодный. Да. Мы должны сделать, чтобы стартовый сделаем полностью белый. То есть мы все вот эти вот red, green, blue убираем, у нас стал чисто белый свет остался. И сейчас ты уже можешь его сохранить. Так, store один раз? Да. И 4? Можешь 4 сделать. Или 3? У нас 1-2 было, да?
У нас 2 и 3 было. Мы 2 и 3? первый оставили для... А, 4. Да, можешь. Все. Скидывай. Все. И go. Go. 4. Ага, 4. Так. 1, 2, 3. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на боях. Да. А потом берешь. А почему на второй не переходит? Ну, надо... Ты фейдер не поднял. И вторая. Вот так, ведущий вышел, да? Поговорил, и потом бой начинается, чисто этот остается. Ну, грубо говоря, да? Да. Меняем сцены, цвет. Кстати, обратите внимание, вот белый, чисто белый цвет сейчас, который выставил Данил, чисто белый, а вот тот мы не трогали, это такой холодный белый. Да. То есть он более дает синевой и белый, и холодный. Круто. Так, ну, суть Да. ясна же, да? Сейчас, как видите, Данил за работой. На самом деле, для первого раза вообще в рамках передачи «Испытано на себе», я думаю, сегодня достаточно много узнал нового, интересного. Вот. Но сейчас уже профессионал находится за работой. Сейчас буквально идет программирование уже на более сложном уровне, да, не то, что там включить-выключить лампочки, приборы. Здесь уже прописывается программа движения ламп. Вот вы можете, да, наблюдать за этим. И как будет готово, сейчас Данил объяснит. И, например, я так понял, что я могу сесть и одним фейдером включать, выключать программы. Да. Это будет тоже круто. Все. Так, что я могу делать с помощью? Так, ну, смотри, получается, мы сделали тебе вот главный свет основной. Это у тебя рабочий свет во время боев. Потом Выключаем его. этот у тебя идет как режим фона. То есть, когда судья выходит, когда выходит ведущий. То есть ты такую вот клетку сделал визуальную, и она у тебя как эффект идет. Потом во время отбивок ты можешь, да, третий выставить. Третью. Нет, вторую оставь. Вторую оставляем? Да. Третья дает движение? Да. Круто. Так, еще раз. Значит, встали на место. Объявление идет, и потом пошла какая-нибудь музыка фоновая между боями, и так вот включают. В этот момент девушка проходит, да, например, с раундом. Да. И можно ее подсветить также и конечно. на сцене. Цвет мы можем выбрать любой, который нам захочется. Круто, круто. То есть мы можем сделать вот эти все бимы красными. Прикольно. То есть у тебя вот фон идет, объявление бойца из красного угла. Нажимай кнопку 101. Боец в красном углу. И у тебя все бимы красные. Боец в синем углу. Да, нажимай. Подожди, в октагоне же 8 углов. Слушайте, друзья, очень интересно. Мне на самом деле очень понравилось. Немного близка эта тема, да, то есть тоже там занимался и музыкой, и видеомонтажом занимаюсь. Вот. И вот всегда хотел познать вот это искусство управления светом. Данилу огромное спасибо. Спасибо. Художник по свету, настоящий профессионал. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, увидимся уже в следующем выпуске передачи «Испытано на себе» на канале Якутия 24.